Сентябрь не за горами, и родителям по всей стране предстоит решить непростую задачу – собрать ребенка в школу. Особенно сложно это сделать многодетным и малообеспеченным, ведь на покупку школьных рюкзаков и принадлежностей уходит немало средств. А сколько именно пришлось потратить на покупку школьных принадлежностей для детей в прошлом году, рассказала Танзила Вышегурова. Ее супруг Зелимхан Вышегуров погиб в ходе проведения специальной военной операции. В рамках акции «Собери ребенка в школу» необходимые для учебы принадлежности раздали и здесь. В прошлом году 30-40 тысяч. А помимо этого, даху школе мелватук адул дижм хулихас ахчата. Что аухшер уахца хамица пока савашта дендахц ариалы. Их отец служил по контракту в Троицкой воинской части. Ему оставалось 3 года до пенсии. В рамках акции школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности раздают и семье Хусейна Аздоева, который сейчас на передовой защищает интересы страны в ходе проведения специальной военной операции. Хорошо учишься? Да. Или был без ходить? Летом книжки читал? Да. В классе. Рюкзаки, канцелярские принадлежности – все для полноценной учебы. Наборы получила и семья Халухаевых. У Макки 9 детей, 6 из них учатся в школе. О, новость. В рамках акции «Собери ребенка в школу» рюкзаки и школьные принадлежности в Назране раздадут более 500 многодетным, малоимущим, неблагополучным и семьям участников СВО. Свои наборы получат и дети-сироты. Поручение главы республики – это уделить особое внимание детям наших участников специальной военной операции. Поэтому и в этот год администрация города подключилась к этой акции. Акция «Собери ребенка в школу» уже стала доброй традицией. Детей в ее рамках готовят к новому учебному году на протяжении около 10 лет. В каждом муниципальном образовании составляли списки многодетных, малоимущих семей. Особое внимание акции уделяет глава региона Махмуд Али Калиматов, привлекая к богоугодному делу меценатов и благотворительные фонды. Адам Мережков, Джамалей Султыгов, Новости 24.